Ассаламу алейкум Ларми Нохчи, добро пожаловать на стрим, дорогие друзья. Не забудьте, кто не подписался, подписаться и ставить лайки. Баркал, спасибо всем. Ну, и мы начнем диалог. Так, друзья, у нас сегодня пятница, сегодня время стрима, прямого эфира. Я надеюсь, что сегодня мы проведем позитивный такой прямой эфир, ответим на вопросы, также развеем некоторые мифы от наших недоброжелателей. Конечно, я надеюсь, что сегодня нам обещали прийти гости. Посмотрим, возможно будут, возможно нет. Нарнийцы обычно очень трусливые, но все-таки мы не будем акцентировать внимание. Если у кого-то есть желание, вы можете отправить запрос. Вопросы тоже, мы на вопросы ответим. В принципе, есть ряд документов, которые, иншаллах, мы сегодня тоже постараемся ответить. И для начала мне прислали видео, точнее сказать, прислали видео по поводу Амада Барахоева, Барахоев или как его правильно, насчет ролика про Зелимхана Харачоевского, нашего национального героя. Насчет него якобы у меня в ролике есть какая-то недостоверная информация по этому поводу. Данный ролик, честно сказать, и Амад знает, как со мной связаться. Если вдруг есть какие-то вопросы, недопонимания или информация, которую там можно дополнить по последнему высказыванию, он мог в любом случае позвонить, написать, и на что мы бы, конечно же, вне всякого сомнения, дали бы ему ответы и пояснения. Но поскольку он размещен у нас на канале, любой желающий на YouTube-канале мог посмотреть его. Вы знаете отличительные черты моих видеороликов, они своеобразные, там в основном используются одни и те же
эмблемы, чтобы можно было отличать. В основном чеченский петроглиф, это когда в основном используется для разоблачающих фейковых материалов. Я понимаю, что некоторые, уже за это время мы уже, в принципе, знаем прекрасно, что такое фейк, какие закидываются информации. Есть ли согласные, есть ли не согласные. Но есть очень одна хорошая черта, на которую мы всегда с радостью можем ответить. Иншаллах, мы никогда ни от чего не бегаем, и всегда показываем и свое лицо, и объясняем. Есть некоторые плачущие нарнийцы, которые с первых дней моих эфиров еще года 3-4 тому назад, которые так и хотят, им хочется, и они не могут показать свое личико. Ну, видать, трусость не позволяет, или же боятся того, что слишком много наговорили ненужного в своих пабликах. А мы знаем все, что есть в интернете. Никто не освобождает от ответственности, если публикуешь недостоверную, лживую информацию, обвиняющую без разницы кого бы то ни было, государственных деятелей и тому подобное. Это раз. Во-вторых, что касается материалов, я еще раз повторюсь. Видеоролики по поводу, называют ли нет, есть видеоролик у нас на канале размещенный, как называют и называли нас предки лезгинов, называют наш народ. Это видео доказательство тоже есть размещено. Второе, следующее хочу пояснить, что касается материалов, по поводу размещенных материалов о церкви или святилище, место, которое было в Чеченской Республике в начале XIV века, размещенные в грузинских источниках. В области Нахчита. Оно есть зафиксировано. Ученые грузинские, никто не опроверг. Эти данные являются достоверными. Когда это было, во время кого, Георгия Блистательного, V, без разницы, это мы сейчас тоже информацию предоставим. Тот балабол, который несет, что якобы я ошибся, там, не знаю. Что касается царей, я и в то время сказал, и сейчас сказал человеку, который так очень сильно любит русского царя, я не знаю, кому ты писал белому царю какому, может Николаю, может Александру. Я могу ошибиться, я не беру книжки, не сижу, не зачитываю в основном. Тем более материал осваивается проще, когда ты до людей обычным, как говорится, простым текстом говоришь. Доказательства тех или иных информаций, любой информации, которая есть, в основном есть ссылки. Что касается авторских поправок, которые я и говорю до сих пор, вы знаете, с 2018 года есть официальное заключение, данные Академии наук Чеченской Республики, в которых четко говорится о том, что слово «чеченский», которое было непосредственно навязано еще с царских времен, можно заменить, и правильно будет «нахчийская история» или «нахчи-история». Это есть официальный документ, вы можете посмотреть. И многие книги сейчас уже наши ученые пишут именно так. Ничего нового в этом нет. Что касается названия дзурдзуков, кистинцев, повторимся еще раз. И мы знаем прекрасно, есть информация, и каждый, любой человек может посмотреть, кистинцами кого называли. Эту тему мы не оставляем, ее будут развивать, и дальше мы будем показывать.
Что касается реки Дзурдзукети, информацию я вам предоставил. Что касается названия Аух и Ауховцы, что оно является названием области, которые проживают там. Кто там был первый, заселился первый или заселились туда акинцы или там другие тайпы. Мне без разницы, честно сказать. Факт, историческая область, которая была между речью Терека и Сулака, которая после начали называть как кумыкская низменность, она называлась всей прекрасно этой области в основном, как говорится, проживали и ауховцы, и другие национальности. Мы, когда говорим об ауховцах, это более обширная территория. Вот. Что касается другого мнения и грузинского мнения, я надеюсь, что будет слышно. Данное видео я вроде бы... Неужели я... Вроде бы я отправил. Как же... Так. Прошу немножко времени у вас. Дорогие друзья, не забудьте ставить лайки и подписаться на канал, кто еще не подписался. Баркал, всем спасибо. Показать. Так, сейчас мы посмотрим. Так. Это видео я сохранил и отправил, это я точно помню. И оно должно быть у нас. Сейчас мы постараемся найти его. Вот он. Конечно, памятники были обнаружены и в Чечне. Например, в XIX веке был такой известный немецкий путешественник Аманд фон Швайгер-Лерхенфельд. Его книга была издана в 1887 году. Он пишет, что в Чечне, на берегу реки Сунжа, стояла церковь, построенная царицей Тамарой, где чеченцы в XIX веке пока еще совершали культ служения, то есть приносили жертву, зажигали свечу и выполняли такие же обряды, какие были у грузинских горцев. Так что эта близость между нашими народами проявляется во многих аспектах, и этот исторический ракурс также свидетельствует об этом. Естественно, так не было только в X-XII веках. В жизни этих народов христианство оставило определенный след, а впоследствии элементы христианской культуры образовались в виде отдельных сюжетов в фольклорном творчестве этих народов. Там христианская религия в XIV-XV веках пока еще была сильна. Например, у нас сохранилось Евангелие, принадлежащее Магалашвили, на полях которого есть надписи, и среди них надпись о том, что во времена Георгия Блистательного, это первая половина XIV века, грузинский патриарх Эктимий III, оказывается, путешествовал по окраинам Грузии, в том числе и в стране Нохчи. Нахчичи – это Чечня на чеченском языке, и понятно, что здесь подразумевается именно Чечня. В Чечне патриарх Эктимий восстановил богослужение, а также он там оставил церковные книги для совершения религиозных обрядов. Это имело весьма большое значение, потому что, как вам известно, на Северном Кавказе
Предположительно, богослужение совершалось как раз на грузинском языке. Именно этим объясняется существование грузинской терминологии в языках Северного Кавказа. Правда, там в настоящее время господствующей религией является ислам, но по сей день терминология, связанная с религиозным культом, фактически полностью вошедшая из грузинского языка. Я также хочу отметить, что в Чечне, например, в Хайбахе, это уголок горной Чечни, там в Хайбахе есть башни, на которых имеется изображение креста. По этому поводу существует два мнения. С одной стороны, исследователи думают, что, возможно, эти башни были построены грузинскими мастерами. Например, Всеволод Федорович Миллер. Он очень известный ученый, академик, кавказовед, осетинолог. Так вот, уважаемые друзья, всем, кто желает данное видео размещены, да, во время Георгия Блистательного, что был отправлен, церковь Нахчита, все это есть. И ничего мы от себя не несли. А то, что остальные моменты, которые есть и были, мы оставим, если это Гюльчатай появится в эфире, отправит, мы обязательно покажем ей информацию, которая у нас есть, которую мы обязательно опубликуем. Дело в том, что, конечно же, я понимаю, что некоторые моменты истории, кто бы что ни говорил, как бы не пытались изменить все это, все остается настолько явным, ясным, ничего сложного в том, чтобы найти эти документы и показать, не составляет ни для кого. Что касается материалов остальных, я по каждому материалу, который я сказал, я отвечаю и несу ответственность, и говорю, и говорил. Как мы знаем, любой желающий может прийти, и мы ответим на этот вопрос. Башлам, ассаламу алейкум. Что-нибудь известно про храм Нахчита, в каком месте именно он находился и остались ли вообще следы от него? Следы от него не остались. Вы знаете, что больше всего по поводу всех остальных и церковных сооружений, и башенных комплексов Чеченской Республики в Новчичу были уничтожены. Но речь идет, если я не ошибаюсь, речь идет как раз таки то ли об Аргунском ущелье, или Шаройский район, или Итумкалинский район. Но поскольку он говорит недалеко от этого места Хунзах, говорится, значит, это должен быть пограничный Шаройский район. Но гипотетически мы думаем, что это Шаройский район. И мы, конечно же, вне всякого сомнения, готовы материал по этому поводу найти. Это место, если даже и найдем какие-то останки, имеется в виду остатки, не будет известно, был то ли это храм, был ли это какое-то жилище. У нас с этим очень сложно и очень проблематично, потому что эти места, пограничные места, в основном это ФСБшная зона, то есть там пограничники контролируют, и не каждый любитель может пойти и найти эту местность, поэтому думаю, что с этим немножко сложновато. Но и все же, несмотря на это, мы очень сильно надеемся на то, что материалы, которые мы находим, все больше и больше мы будем публиковать по данной ситуации. Очень много, я же поэтому эти видеоролики, они были ответ. Там сидели достаточная группа нарнийцев, которые на грузинском форуме, это был грузинский форум,
канал, и они начали там писать, сколько вам там чеченцы заплатили, что вы говорите, там, мол, дзурдзуки это мы, кистинцы это мы, на что, конечно, ответ я вам опубликовал и про Джарега. Они не знают, что и Джокола был, хотя по поводу Джокола я так понял, что оказывается есть альтернативная версия, и все же, как мы знаем, этот вопрос еще окончательно не закрыт, и мы над этим вопросом работаем. Но это наша внутренняя, как говорится, кухня. И не только там в Ингушетии есть такое, с таким названием селение, оно есть и в Чеченской Республике. Но грузинские ученые говорят в основном, что это непосредственно является на территории Чечни, на что ссылаются. И это я тоже публиковал, поэтому я всегда вас прошу, друзья, читайте наши публикации, смотрите, это очень важно, это очень нужно, потому что без этого никак нельзя. Это, так сказать, основа наша. Всех основ публикаций, я специально их выделяю в небольшие маленькие микроблоги для того, чтобы вы могли их зачитать. Вы можете посмотреть насчет этого селения. Вот недавно последняя публикация моя насчет, там грузинские ученые дают ответ. Мелхистяю и Меттик Джайр. Чтобы точно сказать, надо посмотреть, вы можете прочитать более правильно, чтобы я не ошибся, могу и перепутать опять. Здесь я знаю, что плачущие нарнийцы сидят, благо, и так очень сильно хотят, они такие любители Николая Александра, Николая I, Николая II. Ну, наверное, они запомнили, поскольку дружбу крутили. Ну да ладно, сейчас не об этом, это такие риторические отступления. Все публикации, которые у нас есть, вы можете без всякого преувеличения посмотреть, найти у нас на канале. Думаю, что с этим проблем ни у кого не будет. Вот. Башлам, ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху. Ва алейкум ассалам ва рахматуллахи ва баракатуху. Масяга салам ашалду. Самое интересное, мне нравится, что когда начинают нарнийцы плакать и говорить, что вот там он выпрашивает, там просит донаты, не донаты, вот такие вот разговоры, это, конечно, бывает очень смешно, с учетом того, что ваши же Алан Бабхоев, Мабхоев, ваши же нарнийцы плачут, говорят, что сделать даже один ролик, это стоит огромных усилий, нужны огромные возможности, финансы нужны. То есть все, что вас касается, это оказывается вполне нормально. Но это единственное, в принципе, за что можно зацепиться как таковое. А так, любой человек может прийти, вести дискуссию. У нас с этим проблем нету. Мы с радостью будем с вами общаться. И пока мы ведем дискуссию, наш брат Адлан, один из первых, который сегодня поддержал наш канал донейшеном, за что ему огромная благодарность. Благодарность всем братьям, которые пытаются поддержать меня книгами и всем остальным. А также сегодня есть очень хорошая новость, я скажу, поделюсь с вами. Один брат из Австрии прислал мне подарок, такой, не мне именно, а нам. Мы его рассмотрим. Думаю, что он вам тоже очень сильно понравится. Это, конечно, немножко связано с историей, и все же любые наши документы, любая наша
историческая, как сказать, историческая площадка, нам всегда... Нет, никакая не кофемашина, это нет, это связано с историей. Но давайте сразу, чтобы не томить, давайте я вам сразу покажу, уважаемые друзья. Во-первых, это для работы вот такая вроде бы простая ручка, но она очень полезна, если есть у вас планшет. Вот такая ручка специально для работы на планшете, то есть делать какие-то документы, какие-то поправки, там, допустим, очерчивать контуры, ну, для работы на планшете. Второе. Второе это вот такой вот, сейчас я покажу вам подарок, чтобы было видно. Смотрите. Вот такая вот красота. Это мне прислали с Австрии. И знаете, почему прислали? Не просто так. Это карта. Ну, то есть здесь указана широта, долгота. И давайте посмотрим на этой карте. Если маленький, свободолюбивый кавказский народ, который... Смотрим, что же есть на этой карте. Опа! Может, незаметно? Хочу, чтобы было видно всем. Видите, на всей карте, которую вы видите, вот Каспийское море, а вот Чеченская республика Грозный. На всей этой карте, везде, вот по Кавказу в основном указан только Грозный. Только Грозный, только Чечня. Вот такой своеобразный донат. Ручка для работы на планшете и вот такой глобус, за что нашему брату огромное спасибо. То есть у нас есть, как говорится, австрийская братва, брат подогнал очень нужную. Мы работаем по карте, да, вот у нас есть карта, книги, вот все, что нужно. Ну, так-то есть и башня, видите, да, своя чеченская, исконная. Это Терлоевская башня, это Ирвебал. Вот, чтобы было ясно. Вот такие вот вещи, которые нам... Нет, имя он попросил свое не называть. Он говорит, все, что я делаю ради своего... Все, что я делаю, я хочу делать бисмилля. И чтобы об этом как бы никто не говорил, не шумел. Все, что он делает, он говорит, я сделал от души и не хочу, чтобы об этом лишние разговоры были. Вот. Башлам, ты же не Терло, почему башня Терло? Но мне эту башню подарили. Вот эта башня, красавица. Подарил ее мне Бауло. Стоит под Бауло Уиза. Вот, смотрите. Видите, да? Вот. Есть у меня еще один друг. Вот у меня есть металлическая башня. Увидели, да? С высотой 60 сантиметров. Теперь есть деревянная. Еще, иншаллах, есть один мастер, который очень хорошо из камня делает башенные комплексы. Я надеюсь, что смогу с ним договориться, и он сделает, по крайней мере, обещали сделать башенный комплекс из камня. Очень на это надеюсь, но как получится или нет, Аллаху алям, постараемся сделать по мере возможности. И наша сестра Раиса поддержала наш канал. Раиса, сестренка, огромная благодарность за то, что поддерживаете наш канал, за то, что помогаете нам. И это все, иншаллах, надеемся, что во благо и для всего нашего, как говорится, нашей истории, нашего паблика. Я очень верю, что в дальнейшем мы понемножку соберем весь материал. И книга у нас будет, и все будет, да. Сейчас я понемногу собираю карты.
Вы видели публикацию, да, карты я публикую понемножку. И да, еще буду публиковать и дальше. Очень на это надеюсь, что все у меня получится. По крайней мере, не собираемся мы останавливаться на том, что мы делаем, работаем. Будем надеяться, что лучшее еще впереди. Сейчас хотел один момент для вас зачитать, но никак не могу его найти. Но будем надеяться, что найдем. Найдем обязательно и покажем. Так. Скоро, как у меня по мере возможности будет, и будут книги тоже интересные, новые, но спешить не будем, как говорится. Я не спешу, потому что, Ибрахим, что ты мои донаты до башлама не доходит, что ли, со счета списывается. Мотя, Раиса, донат до меня дошел сегодня. И от Адлана 2 донейшена дошло. Ибрахим, когда отправляют через YouTube, отправляет мне скрин, и я сразу же благодарю. Мотя, ахадает нага с хакач далах. Даир дом, иншаллах, ойгара или дарлои реакцион. Потому что у вас и так у меня немного, совсем небольшое количество моих братьев и сестер, которые помогают мне понемногу. Поэтому я скрывать не собираюсь. Вот. Раис, я же сказал, что сестренка Раиса задонатила. Я сказал. Сразу уже сказал. Щекуя, цутя. Так, сейчас мы. Если у вас возникают вопросы, вы сразу не ждите и задавайте вопросы. Мы обязательно рассказываем. А я хотел с вами поделиться одним полевым материалом, как раз касающийся Зелимхана Харачевского. Многие об этом не знают. Надеюсь, урусмартановские братья слушают эфир. Был некий представитель, и я знаю это уже непосредственно от тех людей, которые являются непосредственно носителями живыми достоверной информации. Так вот, что я хотел сказать. Дело в том, что это было во времена Зелимхана Харачевского. В местности, которая называется, раньше в советское время Ермолок, Нохчи Алганюрт Олцунах, это местность, где находится реальное место столицы Аланской империи, Аланского государства, Маас называют его. Вот в этой области, это тот, кто живет в Алганюрте, знает, оно на возвышенности. Это Сунжинский хребет. На этом Сунжинском хребте находилось терское войско, казачество, и был некий пост. Это во времена Зелимхана Харачевского. Так вот, во времена Зелимхана Харачевского в этой местности люди ездили на базар, то есть приезжали с разных мест, проходили базар. И то же самое, что и в принципе в современное время, казаки придирались, некоторые особенно ближе к вечеру, то есть каждый проходившийся взимали какую-то плату, прикапывались к молодым людям. Это во времена, еще раз прошу запомнить, во времена царской России, когда Зелимхан Харачевский был, да? Переходный период, так сказать. Так вот, как раз таки в это время
есть представители, те, кто живет в Урус-Мартане, может знает, его звали Ноха, он из тейпа Беной. Так вот, этот Ноха в то время именовался, он был знаком, если я не ошибаюсь, имя Ноха его. А у него сестра была боевая такая, чисто ногчей, так сказать, женщина, сестра замужем Алганюрти, вот в этой местности, недалеко от этого поста. И как-то после очередного во время, когда происходил закат, этот Ноха, он со своим оружием на коне ехал, а он был такой мужественный, знали его, то есть он охвархет. Остановили на этом посту и начали придираться, прикапываться. Короче, они окружили его, избили его до полусмерти, отобрали оружие, коня и выкинули его неподалеку в обрыв, думали, что он мертвый. Вот эти казаки, которые были на посту. Ну, придрались, и слово за слово этот ответил, ну, избили и до полусмерти, они думали мертвый, скинули его в обрыв, окружив. Ближе, это или то ли весной это было, то ли к осени, вот, холодное время, но по воле Всевышнего Аллаха, когда скинули, он во враге очнулся, все разорвано, весь в крови, и потихоньку выпал с этого оврага и ушел, ночью ушел, это ближе к 2 часам или 12, от 12 до 2 часов ночи он отправился к своей сестре. После чего, постучавшись, сестра вышла, увидела, само собой, такая боевая. Это с ее личного рассказа. Почему и что это касается конкретно, почему это касается Залимхана, я вам объясню. И после чего он все рассказал, отмыли, перевязали, все остальное. И говорит, он уже ближе, когда к 4 или 5 часам, хотел, говорит, уже уставший, хотел, говорит, вздремнуть, переоделся и, говорит, хотел вздремнуть. И эта сестра, говорит, сказала: ты что, собираешься спать, что ли? Как ты смеешь даже, как ты мог себе позволить такое говорить, тебе после этого стыдно не будет ходить, короче. Вот у меня 4 сыновей, у нее было 4 сыновей. Если ты не отомстишь, они отомстят. Пойди и отомсти тем, кто нанес такое оскорбление тебе. И после чего он говорит, ну зачем так говорить? Ну, несмотря на все это, сестра настаивала, говорит, если ты не пойдешь, отомстить пойдут мои сыновья. После чего, конечно же, он выходит и говорит, всех 4 братьев будут и могут убить, одного хоть оставь. Отправляет младшего домой, 17-летний был, 15-летний был самый младший. После чего мать сказала, если ты мой сын, не смей возвращаться, пока вы не пойдете, вы должны пойти. И оказывается, до этого, когда он людей грабил, то есть не давал нормально проехать на базар, вернуться, отправили разговор, отправили в то время через кого-то, отправили Залимхану, чтобы он наказал конкретно этого офицера, который занимается издевательством над всеми, кто проезжает, над женщинами, над стариками, детьми. Плохое имя, ну вот как, грубо говоря, этого офицер был на языке, и молва пошла. Везде говорили, что до Залимхана это дошло, и Залимхан вот-вот, короче, вопрос решаться будет по этому конкретно человеку. Но и происходит эта ситуация, этот Ноха, они идут, он берет 4 сыновей своей сестры, они ночью, ранены уже, перебинтованы, берут свое оружие, все, что у них есть, выходят, а те казаки после своего уже вечером набрали свое добро, то, что отобрали коня, оружие, это самое позорное, мы знаем, да,
они, напившись, сидели где-то там неподалеку. Дело в том, что после этого этот Нохас со своими племянниками делают нападение, убивают всех, полностью забирают все оружие, лошадей, табун и ночью уходят. Уходят и с этими лошадьми, с этим оружием уходят. Никому, само собой, этих 4 сыновей отправляют к этой сестре. И Ноха уходит в лес Урус-Мартан, там прячет лошадей, все оружие, которое забрали, и тишина. Никому, чтобы никто ни слова не сказал. Через определенное время, само собой, в этом селении, через определенное время, никто не узнал, появился Зелимхан Харачоевский. Он узнал об этом, до него донесли. Я не знаю, каким образом этот момент, то, что, видать, кто-то, то ли из-за его племянников, то ли Ноха где-то кому-то сказал, но факт, что Зелимхан узнал, приехал в Урус-Мартан к этому биноевцу Нохе и сказал, что у вас есть человек, который взял на себя щиечир, то есть мою месть, которую я должен был осуществить, взял ваш односельчанин. И за счет этого он говорит, я хочу его увидеть. Само собой, Зелимхана приняли, сделали, он нигде не останавливался долго. 2 дня он остался в гостях у этого Нохи. Я какие-то моменты могу упустить, так что, в принципе, это полевой материал. Рассказала сама сестра. Ее не стало буквально год или 2 тому назад, ее не стало, ей было 90 с лишним лет. Вид этой, такой генералом была она. И она этот полевой материал рассказала им. И так оно дошло до меня. Зелимхан ночевал там, 2 ночи он провел. На 2-й день, когда он уходил, он говорит, и те урус-мартановцы, кто живет в Урус-Мартане, знают, шун киел хум яц, типа, вы все и так сделали, на меня в память то, что я здесь был, говорит, он взял свое ружье, которое отличительная черта была только Зелимхана, было большое дерево, и выстрелил, и кусок от этого дерева, говорит, чтобы вы знали, что здесь был Зелимхан от меня, и это дерево, говорит, просуществовало там 100 с лишним лет, и люди знали, это то самое дерево, в которое стрелял Зелимхан. Вот так месть Зелимхана, который должен был убить или там сделать нападение, осуществил Ноха. К сожалению, я жду информации, что за племянники, какого тейпа были эти племянники, я не знаю, они с Алганюрта, я не знаю, но, иншаллах, когда я узнаю более подробно, это достоверная информация, полевой материал, имя ее, фамилию, наверное, не буду, я имя и какого типа, за кем она была замужем и какие племянников, которых она отправила туда, я постараюсь узнать и вам расскажу. Вот таким образом в Урус-Мартане Зелимхан пробыл в гостях 2 дня, само собой, там убили барашка, там, то есть сикаиром туда-сюда, приняли как самого высокого гостя, никого там с лучшей стороны. Вот такой вот полевой материал о жизни Зелимхана Харачоевского. Вполне возможно, что многие этот случай в Урус-Мартане, может быть, и некоторые знают, и алганюртовские, кто знает, родственники этой женщины. О Зелимхане Харачоевском, конечно, можно говорить очень много. Благо в советское время разрешили уже говорить, его называли первым революционером.
Я слышал два источника. Говорили, что шейх Мансур, но про шейха Мансура не подтвердилась информация. А вот, думаю, про Зелимхана Харачоевского это вполне может быть. Вполне может быть. Почему? Потому что потому что Зелимхан непосредственно воевал против царского режима. И думаю, из-за этого все-таки шейх Мансур это другая личность, и называю его, конечно, каждый по-своему. Но без всякого как говорится, без всего этого мы прекрасно знаем, что он был первым имамом Кавказа. Да, кстати, вот эти информации, которые закидывают нарнийцы, сами не знают, от кого они появились, и говорят, что якобы шейх Мансур являлся там итальянцем. Это в то время закидывали, это еще советских времен. Другие говорят, что он был татарином. Третьи говорят, что он был турком. Другие там говорят, что он был другой национальности и тому подобное. Шейх Мансур, потомок шейх Мансур, Ушурма. Его потомки остались. Они живут до сих пор, живут в селении Алды, там, где он и был. Он из тейпа Эльстанчхуай. Его гары есть. Да, к сожалению, не знаю почему. Странно, конечно, голову Хаджи Мурата сохранили, а вот место захоронения шейх Мансура так и не выдается. И не говорят, неизвестно, где он там, что он. Но факт остается фактом, что надгробная плита у шейха Мансура есть в родовом селении. Вот. И были разговоры, что якобы он с Хатуни, Эльстанчхо, что он оттуда. Но это не подтверждается. Недостоверная информация. Я не знаю, конечно, может быть, хотят. Он был из Алдов. Возможно, какие-то его потомки когда-то из Эльстанджа спустились с гор. Но факт остается фактом, что он был алдынским, из Алдов. Он был ушурмой. Он из тейпа Эльстанджхо. Его Нейнхуай из тейпа Чинхуай. Они из Даут-Мартана, ныне Ачхой-Мартан, город Ачхой-Мартан. Вот. Эту информацию я опубликовал, вы можете посмотреть. Ушурма гостил, был большим алимом его Нейнда Ушурмы, там, в Даут-Мартане. Вот. Об этом пишет кумыкский князь, который находился почти что год, лечился, залечивал свои раны в Ачхой-Мартане, в Даут-Мартане. Что касается Даут-Мартана, у меня спрашивали некоторые подписчики и говорили, есть ли подтверждение, что он назывался Даут. Да, и на карте есть Даут-Мартан, он записан, Даут-Мартан. И есть в материалах этого кумыкского князя, ранее он назывался Даут-Мартан. Потом его переименовали в Ачхой-Мартан. Вот. Вот такая вот... У шейх Мансура, у него считается, что прямые потомки у шейх Мансура есть. Прямые потомки у него есть. То есть у Байсангура Биноевского не остались. А вот у него прямые потомки остались. Насколько, по крайней мере, никто не говорит. Он был очень молодым, не забывайте, то ли 2 детей у него было. Если я не ошибаюсь, я узнавал, 2 вроде бы сыновей у него было. Вот такая вот ситуация. И прямые потомки остались у него. Были ли они выселены и так далее, скрыли их и все остальное. Но факт остается пока неопровержимым. Никаким итальянцем он не являлся, турком он не являлся. Все корни отсюда, не знаю. Если сегодня начнут говорить, что Эльстанчхуай есть известны, по крайней мере, они очень тихо, и как и потомки Байсангура Биноевского,
не любят вот этого официоза и громкогласно везде говорить. Остались прямые потомки Бейбулата Таймиева остались, прямые потомки Шейх Мансура остались, прямые потомки Ачирхаджи остались. Все Нохчи, кого я перечисляю. Зелимхана Харачоевского, прямых потомков, я так понял, что нету. Нейн Аур там вроде бы, по его дочке дети вроде бы остались, а прямых его по сыну не осталось. У Байсангура Биноевского было 2 сыновей, тоже из них один, не доехав после ссылки, возвращаясь, странной смертью умер. Ну, его родственники говорят, вполне возможно, что его отравили, подсыпали что-то, то ли в обувь, то ли. Второй тоже не дожил до возраста, когда он мог жениться. Саварим, не надо меня спрашивать, я не знаю по этому поводу, он ли, не он ли. Я знаю, что есть, я имен не называю. Остальное, вот какие-то моменты, я не буду туда вмешиваться. Не хочу, потому что завтра, послезавтра говорить то, что ты не знаешь. Ну, потомки его есть. И Алдов много, Буанюрта, многие знают, что есть потомки, что кто. Потомок Ачирхаджи из Тайпа Гендергно, он живет в Норвегии. Пост его публиковал я с фотографией. Вот, потомки Ташухаджи я не нашел, естественно, Ташухаджи. Там вроде бы говорят, есть родственники где-то в Турции или в Иордании, но это не подтвердилось. Вот. Потомки Батуко есть, потомки Талхига Аргунского есть, Шуайб Муллы Цинтароевского должны быть тоже. Это из тех, которых я знаю, вам говорю. Дышни, из Тайпа Дышни. Но со всеми из тех, которых я перечислил, 1, 2, 3 из них родственники ушли, я встречался и разговаривал с их потомками. Ну, с потомком Батуко я встречался однозначно, Памтоевским, Шатоевский, Памтоевский. Это просто вы не представляете, если ему бороду просто-напросто отрастить, это копия своего прадеда. Настолько сильно он похож. Я сравнил с рисунком Батуко, который везде есть, и его там, правнук его получает, праправнук или где-то так, да, сколько, 4-й уже получается он потомок. Где-то. Но это такая копия. Видео вы тоже можете найти у меня. Я его публиковал, когда ездил и показывал вам башню Памтой и чуть не перепутал, Садой хотел сказать. Сатоевская башня. Вот там я как раз таки в Памтое встретился с ними. И как ни странно, самое интересное, потомки Байсангура ведут тихие, умиротворенную свою жизнь и жизнедеятельность, то есть они не богаты. Потомки Шейх Мансура то же самое, потомки Батуко Памтоевского то же самое, потомки Талхига то же самое. То есть вот нет вот этого, я там того-то, мой прадед такой-то, такой-то, такого вообще нет. Потомок Ачирхаджи то же самое, они в основном гонимы были в советское время, ну вот. Насчет Зелимхана Харачоевского, не знаю, а Алибек Хаджи Зандакский. Кстати, про Алибек Хаджи Зандакского я скоро опубликую материал, у меня есть такой хороший материал, написанный не чеченцем, а именно русским написанный материал про Алибек Хаджи Зандакский, последний имам Кавказа, последний имамом его считают. Не знаю, там потом уже еще говорят, что было, но последнее восстание было за Алибек Хаджи Зандакским. После него я уже не знаю, там каждый называет последний имам, хотя далее сказать, что мы не можем. Так, извините. Если у вас есть вопросы, Алибек Хаджи Зандакский, Зандко он был. Алдамов его называют, да. Вы называете, а я нет.
Он был Зантко. Дорогие друзья, не забудьте ставить лайки и подписаться на канал, кто еще не подписался. Баркал, всем спасибо. Вот так вот. Вот. Что хотела еще сказать? Саурим, этого я оставлю тебе. Хорошо? Если тебе он нужен, ты можешь интересоваться. Для меня он не герой, поэтому мне о нем говорить не нужно и не интересно. Так. Да, и, конечно же, материал, который я не зачитал. Есть один армеец, бедолашка. Он не знает материал, который у меня есть. Я его опубликовал, забыл записать автора. И он написал под этим постом, что это фейк. Но самое интересное, материал-то у меня есть. И книга есть, и ссылки есть. Но люди, которые... Что касается от материала. У Далгата «Родовой быт и обычаи права чеченцев и ингушей. Исследование материала 1892-1894». У меня спрашивали материал о том, что якобы что местность, где находилась Назрановская, Назрань находится ныне, никогда не относилась к чеченцам. Читаем. Основателем Назрани, нынешнего главного центра ингушского народа, был выдающийся из ингушей Карцхал Арцхалов, иначе Мальсагов, происходящий из выселившегося в предгорье в большой ингушской фамилии Тайпат Таргимхоевых. Назрань в то время представляла из себя пустошь и была спорным местом между кабардинцами и чеченцами. Вот откуда этот материал. Поэтому говорить, что там она никому не принадлежала, что она была свободной и пустой, это, конечно же, бред. И вот прислали мне еще один документ. Не буду я здесь про крещение написано. Если я зачитаю, сразу скажут, что я... Так. Материалы. Ассаламу алейкум, ва алейкум сам. Башлам, когда из Нахичу и в Дауд Мартан из него Ачхой был переименован. Чинхой, ваша. По-видимому, из записки тех же чинхоевцев, тех же кумыков, которые проживали, там речь идет еще в начале, непосредственно, если я не ошибаюсь, где-то 18 века, он еще называется Дауд Мартан. Но на карте 1836 года, сейчас я
Сейчас я вам постараюсь показать его. Сейчас найду. Лампа, конечно, у меня. Ильича счета. Владикавказ. Дарьял. Кстати, Джарего называется она. Она находится в Чечне. Вот она тоже. Местность Джарего, о котором говорил грузинский источник. Тоже здесь на этой карте. Сейчас я вам покажу его. Надо каким-то образом протереть его, камеру, а то она у меня цахаревой, да, а нормальная аппаратура, чтобы можно было видеть. Так, чтобы было видно. Видите, чеченцы, да? Смотрите. Джарего. Это Чечня. Вот она находится. Недалеко от Шатили. Вот. Это Чечня, как видите. Это вот Кей. Кей находится. Видите? Где? А это вот как раз вот Джарего. Она вот в Чечне находится. Чеченцы. Ачхой Мартан. Про Даут Мартан, да, был вопрос? Сейчас мы постараемся вам. Дачу Борзой. Не туда. Владикавказ. Датых. Вот смотрите, здесь тоже, помните, я вам говорил, Белготой юрт тоже здесь есть. Видите? Даут. Даут Мартан. Видите? Всем видно? Это карта 1836 года. Это российские владения Кавказом. Карта оригинал. Так что прошу любить и жаловать. Я еще пару карт хочу найти. То есть в начале 19 века он еще является Даут Мартаном. Чинхо. Он еще является Даут Мартаном. Я еще дал, сейчас у меня, если получится, с финансами, если у меня получится, я еще распечатаю 2 карты, они очень нам нужны. Я вам покажу по Борятинскому, карты Борятинский, который говорил, что все земли будут после окончания Кавказской войны, будут возвращены в пределах 1939 года. То есть я вам покажу уже карты того года, если у меня получится. Это очень непростое и дорогое предприятие. Во-первых, нужно найти карту хорошего формата, чтобы ее распечатать. А иначе вы видите, и лампу нормальную тоже, да, так, с прищепкой купим, чтобы ее полностью она покрывала сверху, я вам мог уже показать. Но вот такие технические моменты, они очень, конечно, выбивают, а так все будет, да. Так вот, что не понравилось. Так, я в эфире, надо записать. Так, сейчас мы. Так. Это не то. У меня все на этой прям, которой я сейчас веду эфир. На нем находится, да, справки. Да, материал там. Материал там. Ладно, это мы оставим на завтра. Башлам, объясни
ей, нашей сестре, почему наш тухум называют Нахчмахвай. Этот тухум не назывался Нахчмахвай. Название взяли от названия народа Нахчи. Этот тухум назывался Ичкеринский. Он назывался Ичкеринским, но я предполагаю и думаю, что название было изменено за счет того, что в Ичкеринском сражении царская Россия понесла самое тяжелое поражение. За счет этого поменяли это название. Историческую область Ичкерия, Искярк. Искярк, первые 9 фамилий, которые спустились из Нашхи, Галанчожского района. Их начали назвать, они взяли название, общее название от своего народа Нахчи и назвали это Нахчимохк. Вот, не более. То есть это не название тейпа одного. За счет этого тейпа назвать весь народ никто не пытается. Нахчи это общее название всего народа, от запада до востока. 9 этих фамилий, которые первые осели в этой области, то есть это реконкиста, это освобождение, это когда начали спускаться на свои родовые земли. Потому что начали после нашествия Тамерлана. Вот таким образом это все происходило. По крайней мере, из всего, что я вам говорю, да, конечно же, в интерпретации, моей интерпретации, когда я вам рассказываю, когда я вам говорю, я могу это зачитывать, да, но сегодня мы с вами говорили много о разговорах, платили, не платили восточные земли, то есть дань якобы аварцам, сюли или там кумыкам. Кумыки, аварцы, нуцалы точнее, не народ, не будем так говорить, да, нуцалы, шамхалы, все владения, пока и кабардинские беки получили эти земли благодаря царской России. Есть Челобитная, есть где они просят, вплоть до местности Чечен-Тала, которые русики и его гвардейцы пытались там навязать якобы аварское название. Нет, это урочище, на камне было написано, вам же говорят, что там было написано Чечен-Тала. И плюс ко всему этому, про эту область, русские бы, первые, которые находились уже в то время, когда пришел туда, нечаянно якобы забрел туда этот аварский нуцал, уже были, потому что они порубили их, и оттуда они убежали. После этого он поселился в области недалеко от Тарков. Ему сказали, что есть царская администрация в Кизляре, и что там нужно просить. Он там год прожил, написал Челобитную: мой падишах, прошу, чтобы эти земли закрепили за мной. И вот таким образом они получили эти земли. Точно так же получили шамхалы. Кумыкские шамхалы получили эти земли. И пошли вверх по реке, по Сунже вверх пошли, пока не встретились с другими беками, которые во время, опять же, чеченцев, пока они были в горах, эти плодородные земли, между Большими Кавказскими горами и Сунжинским хребтом, земли частично принадлежали кабардинским бекам. Некоторые говорят, что земли кабардинских беков в то время достигали до Герменчука, пока не встретились они с кумыками. Вот как раз этот момент указывается в том документе, в котором мне прислали. Но по сути своей черкесы не граничили с кумыками никогда. Между ними всегда были чеченцы. Только во времена Тамерлана, когда Тамерлан хромой уничтожил нохчий народ и загнал его в горы, в этот момент, после этого, само собой, я не буду спорить. И если кто-то хочет проверить, можете посмотреть, каким образом получили наделы в Тмутаракане, Тартарии, или же так исторически русские называли в то время эту область, получили эти земли благодаря сотникам Ивана Грозного, получили кабардинские князья. Но далее, когда пошла реконкиста, последнее завершение произошло уже во времена шейха Мансура, уже в то время не было князей. Вот об этом и говорится, что чеченцы уничтожили своих князей. Они уничтожили и нуцалов, и шамхалов. Вначале, когда была слабая экономическая, социально, военно-политические союзы среди нашего народа,
они понимали, что без человека, который будет извне, то есть из тех людей, кто нападает, будет сложно, с учетом того, что нападали калмыки, то есть царской России, направлялись терские казаки царской России, нападали сами нуцалы, уже которые спустились, там, за Сулак перешли, кумыки, которые перешли за Сулак, они тоже, и само собой из более авторитетных, самых сильных говорили: приходите, правьте, мы вам будем платить определенную там меру за вашу работу. Ну, точно так же они были уничтожены и прогнаны, те, которые... Об этом есть достаточно информации, вы можете посмотреть. Ничего от себя такого, как такового, нету. Да, какие-то общества в то время просто не имели как таковой ни веса, не были они большими. То есть там 3000, 4000. Кто будет за ними там в горах бегать, их искать, когда есть плодородные земли в предгорье? А какого-то как такового политического, военного и мощи у них не было никогда и не могло быть. Вот. Объединение народа, ногчи народа по-разному. Допустим, во времена Шахмурзы Окотского, как раз таки, когда ходили в Московское княжество челом бить, этот документ тоже есть. Башлам в каком году заняли? Это вот как раз 16-17 столетие. Некоторые говорят 16, 17, 18 столетие. Вот в этой области. Мы начали спускаться уже в 16 веке начали уже спускаться. Вот в этой области. Но опять же, кто-то чуть ранее спустился. Допустим, ауховские общества, вполне возможно, что и многие не поднялись в горы. Они остались частью в этом междуречии. Тамерлан направил часть своих войск, да, в сторону Ауха, мы знаем, а другой отправил там уничтожать Сюлей. Часть из них уничтожил, забрал в рабство, а часть уже непосредственно на поддержку своим соседям пошли ауховцы. Вот такая вот ситуация. Шейх-Мурза подчинялся. Assalomu alaykum boshqa. Assalomu alaykum. Да, эфир улешашну охка целой компании. Полный салон. Казрита шварта бом брата. Да, все, давай сюда, да. Давай, да, раньше, бро. Раньше, бро. Давай. Башлам Шейх-Мурза подчинялся мягко. Шейх-Мурза Окотский подчинялся Меххелу Чинхо. Честно сказать, этой информации у меня нету. Но я знаю, что Шейх-Мурзе Окотскому не подчинялись остальные западные наши общества. То есть область Дурзукети, область, да, в принципе, область Дурзукети, Кистети, так сказать, не подчинялась Шейх-Мурзе Окотскому. Хотя Дарьяльским ущельем правил вроде бы его брат родной, тоже акинец, но, по крайней мере, многие не хотят этого признавать, но говорят, что Акки владел проходом Дарьяльским ущельем. Ну, это не нравится особо нашим соседям, ну да ладно. Но, по крайней мере, не все подчинялись, и он ходил, договаривался. Это очень важный документ, кстати, который подписан, несмотря на то, что это плохо или хорошо, в 16 веке подписан с Московской Русью. Этот договор нас упрекают нарнийцы, говорят, мы там с царем подписали всего лишь там в 19-18 веке, а вы подписали там ранее. Но они друг от друга отличались, кстати, очень сильно отличались, потому что на основании договора Шейх-Мурзы Окотского там был ряд договоров, которым они друг другу позволяли не поселяться другим народам, не распространять там свою религию. В то время это, в принципе, геополитически
важно для Шейх-Мурзы Якутского, потому что с одной стороны наступала Персия, с другой стороны, мы знаем, наступала Отtomанская Турция, и третья сторона это была царская Россия, то есть совместно с адыгскими, кабардинскими, если правильно, да, князьями они подписали договор. Опять же, сколько он продлился, маловероятно, потому что у нас договора, мы знаем, даже во время Кавказской войны заключался договора селения, там, старейшины Шатоя, 3 селения. На второй, третий день эти остальные шатойские селяне говорят, а кто давал от всех добро или разрешение. Официальным, вот самым Мехкел, который подчинялся, и самым известным геополитической личностью, который был, это был Бейбулат Таймиев. Вот, и шейх Мансур Ушурма. Вот в то время было, еще были Мехкелы, но Мехкел проводился, в основном Мехкелы проводились в Дзурзукете, в Горной Чечне, Майсти, Мелхист, Майсту, Абуча, Мелхистия, Нашха, вот в этой области проводились. Я слышал информацию, что якобы в 19 веке собрались Сюлькерта, что якобы был Мехкел и там. Ну, подтверждения этому я не нашел, по крайней мере, пока не нашел. Вот. Что касается Чечен-Аула, поселения чечен, которое находится на реке Аргун, я думаю, что история этого селения, или, по крайней мере, из названия, было целый город. И этому есть подтверждение грузинского непосредственно князя, кем он там был, который шел от Тушети, шел заключать договор с Московской Русью. И он говорит о городище Чечен и реке Чечения, он говорит. И плюс ко всему он говорит, что это были кистинские кабаки, там 2 селения кистинских кабаков. То есть он не говорит, это чеченские кабаки, он говорит кистинские кабаки. Вот. Просто название верхней части, те, которые в горной части, я думаю, в то время отличие вот это Таландеева, Ламанхуаи, Охарнях, Теркистернах, и в то время то же самое было. Я думаю, поэтому горные части их как кистинцами звали, потому что они рядом жили. А тот, кто жил снизу, они уже вполне, может быть, и не знали, а может быть, вот центральная часть Кавказа, она мало изучена была, мы знаем, да, считается самым пафосным, самым лучшим, кто знает, это Биржи. Остальные так себе. И Гюльденштейн, и Штендер, и все остальные. Ну, в основном кто-то с кем-то мутил, кто-то был проводником. Там, допустим, у Штендера вроде бы, да, был проводником ингуш. Ну и само собой, что он может рассказать? Он может рассказать об ингушах максимум, но рассказать о чеченцах он мало что мог. Вот и Лаудаев. Ну, то, что было написано у Лаудаве, мы сильно подвергаем его критике, но поскольку нету другой информации, и он официально везде на всех документах зафиксирован как первый там исследователь, он не историк, не этнограф, первый там царский офицер, который записал о чеченцах, якобы. Но опять же, его родственники не подтверждают и говорят, что он не писал такого. Аллаху алям. Мы, по крайней мере, я очень пытался найти и в Грузии, и в Петербурге найти какие-то материалы архивные, где можно было бы посмотреть и прочитать рукописи у Лаудаева, но не нашли. Шейх Мансур подчинялся Мехкелу. Подчинялся, конечно. Мехкелу подчинялись многие. Тот, кто не подчинялся Мехкелу, он не мог собирать людей, и за ним, за шейх Мансуром, огромное количество чеченцев было. Но вот после Кизлярского поражения, к сожалению, в то время тоже работали огромное количество людей, которые настраивало против своего, в то время они называют его уже пророком, называют его, шейха Мансура, чтобы настраивали против него. Вот он обещал вам, а вот он проиграл, а вот он знает, что он не знает ничего и так далее и тому подобные работы проводились царской охранкой. Думаю, вполне возможно, что так и произошло. Подчинялся. Честно сказать, из тех людей, национальных героев, которые имел
какой-то политический вес, который не подчинялся бы Мехмелу, я не видел. Если можно сказать, только имам Шамиль. Вот имам Шамиль не подчинялся. И вот с этим были большие проблемы. Потому что вот поэтому горная часть Чечни, особенно Хальдервай, Майствай, Дышни и Тумкалинский, я говорю, Эхкой, они, шароевцы, они не ладили, чантийцы не ладили с имамом Шамилем. Ему приходилось огнем и мечом завоевывать кавказские некоторые общества, такие как там Гухуай и так далее. В этом-то, вот поэтому же я вам зачитывал по этим материалам то, что были сожжены 30 человек в башню, загнали, сожгли его за то, что они не хотели подчиняться правлению и вот тому строю, которым вел имам Шамиль. Вот. Было ли это? Да, может быть, их не устраивает. То же самое с чеберлоевцами, которая произошла. До сих пор никто там, кто-то говорит, что они там не хотели принимать ислам, но это чушь собачья. В Чеберлое в то время, это восточная часть, и в Чечне уже ислам был в то время, и причем давно был. До имама Шамиля, во времена Гамзат-бека, Гази Мухаммада и Гамзат-бека, здесь половина восточной части именно Ичкерии, везде был Ташухаджи Саисанский, из Тайпа, там, Дышни. Он ислам распространял с проповедями. Ташухаджи дошел даже до Адыгей. И есть это материалы, я опубликовал их. Просто много материала, никто не хочет зайти и подниматься вверх, и поэтому нарнийские пятачки не хотят. Там говорят, да, он все сочиняет. Им важнее то, что я ошибся там с Александром и Николаем. Понимаете, вот это обязательно, вот, как говорится. А все остальное, Георгий, блистательно это будет. Он говорит, Тхабаирды хотел сравнить Башлам с Я не хотел сравнить с Тхабаирды. Опять же, вот этот же профессор говорят, что вот этот Тхабаирды и многие вот эти святилища, которые построены были на территории Чечни, на территории Ингушетии, они построены не чеченцами, они построены не ингушами, а построили их грузины, грузинские миссионеры. Они говорят, по крайней мере, это так. Не нужно со мной спорить. Все это я загрузил. Эти ролики появились благодаря тому, что грузинские ученые писали, там, начали писать о Тамаре, о Дзурдзуке, о Кестинцах. Они говорят, посчитайте мои последние посты, где он отвечает этим нарнийцам, они там начали, ему говорят, тебе заплатили и так далее. Вся грузинская наука, которая есть, вот этот университет, самый главный университет имени Ивана Джавахишвили, у них основывается, что была эта церковь, что упоминание Нахчичо, как они говорят, с 1310 года, это все есть. Другое дело, что нарнийцы плачут, им это невыгодно, они не хотят этого. Они сразу же ищут крайности. Там Волкова сказала, что там не в 7 веке нахчиматьяне это не то, они якобы украли у грузин и так далее. Но доказательств ни у Волковой, ни тем более у нарнийцев. Волкова-то, понятное дело, она не являлась представителем там, нашего народа. Но эти-то куда лезут? В принципе, скелеты в шкафу есть у каждого. Я просто не зачитываю, мне это не надо. Моменты, которые я тоже мог бы зачитать, когда каждый раз начинают говорить там якобы о чечане или там кестенцы или дзурзуки. Кестенцы, дзурзуки — это исконное название нашего народа. Точно так же и ингуши тоже самое в то время не было отдельно, они точно так же были под этим названием. Не могу сказать, что были ли дзурзуки под ними, хотя частично грузинские ученые даже они в этом случае утверждают и говорят, что да, и дзурзуки, и кестинцы оба относятся и к чеченцам в первую очередь, и к ингушам. Но в основном ингушам это часть кестинцев, это ближние кестинцы, и глиглу они относятся. И если чеченцы указаны как дзурзуки, глиглы они указывают как ингуши. Вот. А кестинка, вот да, по кестинке никаких там оближных кестинцев, 1300 душ, это все есть, никто не отрицает. Опять же, кто-нибудь, если начинает отрицать, говорить, что якобы или новчи, или ингуши являются там отдельно, их называли нет, прямые потомки кестинцев с тех пор, как называли, так и живут в Панкейском ущелье.
доказательства есть. Доказательства всех грузинских ученых, они полностью говорят о том, что и дзурзуками, и кистинцами были и Нохчи, и Лала. Все. На этом вопрос можно... Ну, дальше мы и будем доказывать. Я уже сколько прочитал материалов, очень много. Можно и дальше, и дальше. И все новые материалы я обязательно буду публиковать. Они есть. Я еще даже не дошел до середины. Возможности, как вы видите, мне вот приходится вот кустарным методом, но мы работаем, мы не сдаемся, и работы у нас много. И я каждый день пытаюсь по 5, по 6, я там и современные какие-то реалии нашего там спортсменного разоблачения, там фейков и так далее и тому подобное пытаюсь показать. Что касается карты, которую опубликовали, еще раз, показывать всю карту не было надобности, потому что именно таким образом эту карту сфотографировали, закинули на ней. Я опубликовал, сказал, вот эти части не были никогда ваши. Если вы хотите взять карту Терской области, давайте посмотрим. Они же очень сильно хотят взять карту Терской области, да? Я надеюсь, что она у меня сохранилась. Не. Очень много карт. Сейчас постараюсь вам показать ее. Фейков много, я не успеваю. Сколько мне прислали фейков по песням, которые распространяют, говорят, это чисто наши. Вот. Хочу, чтобы было видно. Вот эта карта Кавказских войск, чтобы было видно, да? Давайте еще лучше карту. Это тоже карта того периода. Ага. Сейчас. Так. Вот Терская область, чтобы было понятно. По этой карте они взяли вот этот оранжевый кусочек, видите, 1871, 1888, да? Взяли вот этот оранжевый кусочек и записали его, говорит, это историческая родина. Но это не так. Вообще, эта область была сформирована только в 1860 году, как таково. Остальное, как видите, эзотериком, вплоть до Кумы, с выходом на Каспийское море, вот это Терская область. Это не говорится о том, что оно является там нету четких границ именно Чечни или Ингушетии. Это распределение царской России после окончания, когда имам Шамиль сдался, попал в плен, да? Русские распределили, царская Россия распределила. И они говорят, четко указывают, что они говорят, что мы даем земли, вот же эта карта, вот она. Понимаете? Он говорит, почему ты всю карту не опубликовал? Вся карта была вот такая, чтобы было Терская область 1800. Это когда военно-осетинский округ был. Но это вместе с Осетией, вместе со всем, то есть эта часть туда входила и терские земли, казачьи земли, то есть Сунжинский округ и все остальное. Хотя это позже, не позже, раньше. Понимаете? Видите эту зеленую? Но эта карта, я не публиковал ее как фейк. И я не говорю, что это оригинал. Это Терская область. Это не Чеченская республика, это не Ингушетия. Здесь нету конкретно, что это вся Терская область. Но, сейчас подождите, у меня же есть и карта Терской области. Если вы начинаете говорить о детальном изучении, так
Там все есть, кроме этой карты. Вот же она. Вот она. Земли Терского казачьего войска. Чтобы было понятно. Земли ингушей, как указывается, если вы хотите указать, да, говорите, что фейк, я не опубликовал полную карту. Чтобы было понятно, под номером 3, вот этот кусочек, видите, вверх, который идет до самого Терека, и нижняя, видите, часть, Джайраховский там район, вот эта нижняя часть. Вот эти два куска являются только ингушскими, относятся к ингушам. Они в этой же Терской области, землю Терского казачьего войска указывают это. Понимаете? Но я более политкорректно выступил. Попал он в плен или сдался. Это уже... Чтобы было понятно, вот я вам показал сейчас карту, да? Сейчас я покажу вам. Опять же, я не говорю, что это правда, что это достоверно, что это последняя инстанция. Нет, нет. Я этого не говорю. Вот, посмотрите. Условные знаки. Кому какие она отходил. Видите, под номером 3. Первый – Кабардинский округ. Второй – Осетинский округ. Третий – Ингушский. Четвертый – Чеченский округ. Пятый – Аргунский округ. Шестой – Ичкеринский округ. Седьмой – Нагорный округ. Восьмой – Кумыкский округ. Эти все округа, это и есть Терская область. Понимаете? Чечня здесь, она разделена на 1, 2, 3, 4, 5 кусков разделена. Алейкум ассалам. Ну, поэтому мы еще обязательно с вами поговорим. Давайте задавайте вопросы, если у вас есть. Друзья, я много, к сожалению, проводить долгие эфиры мы не будем. Я знаю, что нарнийцы сидят сейчас и смотрят или в Ютубе, или в Инстаграм. Наберитесь мужества. Не надо бояться. Я не кусаюсь. Я ничего плохого вам говорить не собираюсь. Просто ведите себя культурно. Я буду себя вести культурно. Мы будем с вами вести дискуссию. Цепляться за какие-то слова и так далее и тому подобное. Если вы пытаетесь на этом строить историю. Да, вы знали, я узнал сейчас новую информацию от великого генерала стратегического назначения. Он говорит, что оказывается, ледниковый период пережили наши соседи. Так говорит Руслан. Я говорю, мы пережили ледниковый период. Я и не знал, честно сказать. Оказывается, у нас есть и такие. Башлам. Нарнийцы часто ссылаются на карту 18 века, где указано, Глигу твердят, что не были с ними никогда одним народом, когда произошло это разделение. Нарнийцы могут говорить все, что угодно. Глигвы, если говорить отдельно, они выжить никогда бы не смогли. Вы должны понимать, в начале 19 века это количество 8100 человек. С учетом того, что вся геополитическая составляющая, вся геополитика велась на Кавказе, велись войны, здесь было Аланское царство, здесь было Хазарское каганат, здесь недалеко был там Золотая Орда, здесь там Ногайские ханы были, здесь калмыкские ханы были, здесь и так далее. Вот более или менее сильные, которые я говорю, которые могли как-то что-то повлиять. Западная часть были адыгские племена, которые очень воинственные и достойные братья, стоит отдать должное. Но несмотря на это, в какой-то части, я вам говорю, в 19 веке 8 тысяч человек, 9 тысяч, пускай будет 9 тысяч человек. Обоих полов, женщины, старики и все остальное. Каким это сегодняшний, по сегодняшним меркам, это одно село. Это период времени, чтобы было понятно, когда не было понимания того, что там демократия, оставьте, не трогайте. Нельзя. Башлам, 5-я область, это чеченская территория. Да, Туркоя. Если ты имеешь в виду Аух, да. В этом период, в это время, да. Вот.
потому что проживали все там ногчи. Это только в 1921 году их передали. И то передали как это, под вопросом, конечно. Ну да ладно, не об этом сейчас. Они перебили меня. Не помню, что я хотел сказать, но ну да ладно. Да, общество сами по себе выжить не могли бы. Тем более с учетом того, что касается... Я не стал зачитывать, у меня есть документ, который мне прислали. Это с архива Осетии, кажется, даже, да, что касается селения там Владикавказа и в этой местности. Территория, вот эта нижняя часть, которая указывается, находились там. Отдельно бы я не думаю, что выжили. Уверен, что не выжили. Говорить, конечно, можно, мы там воинственные и так далее, там сверху. Не выжили. И Нохчи бы не выжили, и они бы не выжили. Поэтому в то время были одним единым целым. До 17 века, до 1738, там они первые договариваться начали с русскими, да, до этого периода как таковой отдельности, что там. Они сейчас мне прислал, там, говорит, вот с овсами пошли, помогали там воевать там какому-то грузинскому царю. Но этот договор я видел, кстати, там говорится о дзурдзуках, что дзурдзукам открыли эти ворота даряльские, и дзурдзуки пошли на поддержку. Но дзурдзуки это не все ингуши. Дзурдзуки это все и чеченцы, и ингуши вместе взяты. Конечно, сегодня можно прийти. Но почему тогда не говорите об овсах? Это период, когда овсы были, а овсы это и есть осетины. Вы говорите с одной стороны, что они все пришли, а с другой стороны, говорите, они открыли проход и туда прошли и так далее и тому подобное. Уж определитесь хотя бы тогда. В грузинских источниках много написано и об овсах, написано и о дзурдзуках, и о кистинцах, что помогали со времен Парнаваза. Не Фарнаваза, а Парнаваза. Вот. Об этом тоже есть информация, ее публиковали, вы можете посмотреть. Не обязательно мне сейчас брать книгу. Я-то, конечно, могу. Я знаю нарнийцы, которые там плачут вечно, что я прав. Я могу взять эту книгу, да, и зачитать «Переселение акистов в Грузию». Вот здесь говорится очень много. Прямо пофамильно, сколько людей, там, все остальное. Допустим, смотри. Кроме того, грузинам по Хевсурской-Тушинской дороге оказали большое политическое и культурное влияние на дзурдзуков-Аргуна. Дзурдзуков-Аргуна. Аргун вообще не ходит в Ингушетию ни рылом, ничем. Это выражалось в пропаганде христианской религии среди нахчийцев, которая усилилась в средние века. Подтверждение тому лежит служение, смотрите, подтверждение служат христианские храмы. Тхабаирды, Алиирды, Таргинские и другие, некоторые поныне сохранились в этих местах и датируются 9-13 веками. То есть они говорят о христианизации. И дальше, часть нахчийцев, которые проживали в горах, продолжали находиться под политическим влиянием Грузии. И во время Давида, строителя, царицы Тамар. Их вассальная зависимость от Грузии продолжалась и после царицы Тамары. Г. Таргашвили пишет, Займат это грузины, если что, чтобы вы знали, это грузинская, вся информация из Грузии, то есть грузинских ученых. Продолжались и после царицы Тамары. Таргашвили пишет, взаимоотношения между грузинами, нахчийцами и ингушами складывались на двухсторонней основе. Нахчийцы для Грузии, нахчийцы и Игола для Грузии представляли силу, которую можно было использовать для отражения как внешних, так и внутренних врагов. Кроме того, нахчийцы и ингуши были как бы щитом против нападения со стороны кочующих племен, а также своего рода плацдармом для экспансии Грузии в отношении северных соседей. И.В. Джавахашвили отмечает, что в Грузии еще с 3 века до нашей эры чтобы было понятно, имели тесные культурно-политические, экономические взаимоотношения с народом Северного Кавказа, в том числе с дзурдзуками.
Постепенно окрепшее грузинское царство в течение времени подчинило себе и народы потустороннего Кавказа и включало в границы грузинского государства. Ну и так далее и тому подобное. Дальше там. Это и Бардзинашвили, это Таргашвили, это Крупнов и Джавахашвили. Разве это от меня? Нет. Но я же могу сказать это от себя, словами сказать, что вот использовали. Видите, здесь говорят под политическим влиянием. Они говорят, что эта часть вообще входила во влияние грузинских царей. И с одной стороны, они щитом закрывали, и остальное, и так далее, и тому подобное. Этот материал есть. Просто-напросто, когда я начинаю зачитывать, вы как эти начинаете пропадать и уходить с эфира. Поэтому, чтобы не было, я вам в разговорном стиле рассказываю. Да, я могу что-то чуть-чуть неправильно сказать, там, протрактовать, там, допустим, сказать, там, я не знаю, там, Георгий Блистательный, там, или ошибиться названием там, этого Святого Синода, там, священником и именем немножко ошибиться. Но могу взять, прочитать и исправить. Суть не в этом. Главное в чем? Что они имели влияние и не более. С Касимовым эфир будет. С каким Касимовым? Касимовым эфир будет. Кто такой Касимов? Может, скажешь? Русик Матеев. Вот. Поэтому по мере возможности, конечно же, мы публикуем и будем публиковать и дальше. Я для чего покупаю вот эти книги и для чего все мы это делаем? Для того, чтобы довести до вас, для всех наших зрителей с Ютуба, с Инстаграма, везде, чтобы вам рассказать об этом. Если вам нравится. Мы ведем в Ютубе, в Инстаграме, в Фейсбуке. Я на всех площадках раскидываю. Султан, не знаю, Султан, если Султан пожелает выйти в эфир, я с радостью. Любой человек может отправить мне запрос, я приму. Главное, без мата, в рамках культурного общения, всегда с радостью. Ни для кого не запрещено. Вот так. Ибрahim, сколько там у нас людей в Ютубе? И если есть вопросы, задавай, потому что если нету, я, к сожалению, не могу так много. Могу, но, как говорится, в ТикТоке я не считаю ни ТикТок, ни Одноклассники серьезной социальной сетью. И я вам рассказывал, что произошло. Я зарегистрировался в ТикТоке, начал закидывать ролики, но после того, как пошли взломы на мои остальные каналы, Инстаграм, мою почту атаковали. У меня есть там свои некоторые провайдеры, которые размещены не здесь. Ну, провайдеры, точки, откуда идет локация и вещание интернета моего. Поэтому вот так вот как-то я перестал после этого. Я просто удалил ТикТок, и после этого все вредоносные вирусные программы, которые мне приходили на почту и на мой там взлом на Инстаграм, Ютуб, они перестали. ТикТок несерьезно, и это более танцующие там такая площадка. Да, мне говорили, что там можно заработать, там можно, это важно, там ты можешь заработать, чтобы купить книги, карты и так далее. Но, к сожалению, оно не стоит того. Ибрahim, если есть вопросы, задавайте. Если нет, то мы тогда уже будем к завершению. Я очень надеялся, что этот Нарни зайдет, но, видите, душка не хватает. Вот. А у нас появился вот такой вот крутой подарок от нашего брата, Глобусняк, на котором, и самое интересное, здесь многих государств вообще и нету, но он в Австрии, именно где купил вот этот глобус, в магазине он сфотографировал и говорит, хочешь, говорит, посмотри, говорит, что очень интересно. На этой карте, говорит, очень многих республик вообще никого нету, а именно Чечня, Грозный есть на этой карте недалеко от Каспийского. Самое главное, что рядом фактически нигде, ни один город, кроме как Джорджия, больше ничего нету, но Грозный есть.
что, конечно же, очень приятно. Да, есть еще некоторые норвегийцы, которые утверждали, я же вам рассказывал, да, в прошлом эфире, что Ермолову никто там никакого сопротивления не сделал, когда он там строил крепость Грозная и так далее. Поэтому материалы я скоро опубликую, можете посмотреть, там определенный ряд селений, которые было, которых уничтожил и построил на этой местности. Не знающие люди пытаются нести вот эту чушь. Муслим Гулоев, или как, я не знаю, я так понимаю, что там у него Орел Сулеймана, ингушский, да, вот этот, который они поставили, он начинает писать комментарии. Подписан он давно, знает меня, что я ни от кого ничего не скрываю. Фейки, карты я буду дальше разоблачать, я буду писать фейки, это подделка. Не имели такого государственного устройства, не было вот этих земель за вами определенно. Если мы будем писать, если я буду рисовать карты, которые там были в разное время, я могу точно Грозненскую область там сказать. Вот Грозненская область, это Грозненская область до самого Каспийского моря. Или же, допустим, я возьму карту просто-напросто 1830, вот 36 года, да, 36-го у нас говорит. Да, 36-го года, где написано четко чеченцы от границы, военно-грузинской границы и до самого Сулака. Написано чеченцы. Я эту карту, это официальная карта владения Российской империи. Все официально. И если я буду говорить, вот это вся Чечня, и это все, это правильно будет? Достоверно это? Достоверно. Фейк это? Не фейк. Но я же этим не кечусь, не показываю этого. Понимаете? А вы берете куски, когда там отслужили, отвоевали, когда государство имамат Кавказа после Шамиля раздербанили, многим вашим офицерам выдали земельные наделы в северной части, закрепили на пожизненное пользование за верность служению и так далее и тому подобное. Вы сегодня показываете эти земли, говорите, это было 1000 лет, а это было наше. Не было. Не было. Как и не было кабардинских земель там, до самого, там, не знаю, Брагунов, как и не было кумыкских земель до крепости Назрань, и как и не было вот этой сказки, что нуцалы владели правой стороной Аргуна, всем не владели. Свои голые скалы там за Сулаком, может, владели Хунзах, это ваше место, никто с вами не спорит, ни один чеченец не говорит, что это наше. Нет, это ваше. А все, что вы перешли и далее получили, это уже оставьте. Сегодня никто не пытается и неправильно будет говорить сегодня исторически. Если ты про историю говоришь, не нужно сегодня садиться и говорить там, эта территория, надо ее... Я никогда так не говорю. Распределением границ или территории, или всего остального занимается победитель. Это федеральный центр. Мы можем рассказывать историю в разные периоды. В этот период это было, в тот период то было. Был Бамут чеченским, был он ингушским и так далее и тому подобное. А кинцы являются кем? Являются ингушами они или являются ночью? Каждый человек выбирает сегодня, кем он хочет быть. И никто не заставит насильно. От того, что они переезжают в Америку, в другое место, или ночью, которые переехали в Ингушетию, они не становятся ингушами. Хотя многие думают, раз ты живешь здесь, ты должен так называть. И так далее и тому подобное. Каждый желает. Я никогда никому ничего не говорил. Ко мне приезжали представители там, братья с Ингушетии. Мы разговаривали с ними, общались. Я там по работе помогал там посмотреть что-то. Сюда переезжали. Никто их насильно здесь не пытался чеченизировать, как многие говорят. Никто. Чеченцам, новчи народу нету надобности кого-то делать из другой нации, нашей нации. Все равно вот это фантик сверху, новчи очень быстро могут, понимаете, многие люди проживают здесь со времен имама Шамиля, переселившиеся, да, он переселял некоторые общества. Но несмотря на это, Нохчи все равно отличается от него. Прошло почти что 200 лет. И Нохчи все равно отличается от них. И каждый Нохчи знает, кто такой
Он гражданин Чеченской Республики или он Нохчо? Пройдет 1000 лет, это не поменяется ничего. От того, что вы там начали, подняли гай-гуй, там, ДНК, не ДНК, еще раз повторюсь вам. Все ДНК, которые есть на территории и Чечни, и Ингушетии, эти ДНК не зародились здесь. Ни один из них. Нету чисто кавказского ДНК. Понимаете? Нету. Есть локация, где находится больше всего. А так, смотрите, где корни, и вы увидите не то государство, которое бы вам хотелось. Не нужно пытаться доставать у кого-то какое-то грязное белье. О смешанности и так далее говорить вообще не стоит. Не стоит. Ни Нохчи не стоит, ни Гала не стоит. Уйма роликов. Уйма. И с нашей стороны, и с вашей стороны. На ком женились, за кого выдали. Что это даст? У нас до сих пор есть люди, которые больны и несут всякий бред, который настолько можно просто-напросто с ума сойти. А остальное было наше, было ваше. Время все поставит на свои места. Почему опровержение? Вот опять же, я борюсь с этим и показываю всем представителям моего народа. Борюсь с этой ложью. Не потому, что мне делать нечего или я там не умею работать. Я могу заниматься другими делами. Причем я имею профессию и остальное. Вот это, за это мне никто не платит. Прошло, ну, я вам пример приведу. Сейчас уже почти что 23:00, 2 часа идет эфир. 3 часа у меня идет стрим. За все это время ни 10 тысяч, ни 5 тысяч, ни 3 тысячи, ни 2 тысячи, и даже тысячи не бывает донейшн. Вы думаете, я свое здоровье, время и все остальное трачу ради донейшена? Нет. Вы думаете, мне кто-то за это платит? Нет. Нашим потомкам оставить, чтобы вы знали. Это наше. Ярнохчеву, Хоршнохчеба, Харвайдейлатду, Хардац, Хошт Эбяхкинбу, Хошбула Ашбу. Нохчевыла, Нохчелла, Онхалла. Вот эти моменты мы только можем передать своим потомкам. Не фантастические, не там, где Хонгельдоны летали в ледниковый период там, и так далее. Мне не нравятся вот эти разговоры про, я же вам говорил, яйца динозавров там, и так далее и тому подобное. Вот такие вещи говорить, конечно же, но эти люди вдвое старше меня. И они этот бред несут, и люди им верят. Без разницы, где это, в Чечне, это в Ингушетии, это в Осетии, без разницы, где это. Но люди им верят и говорят, нет, ты можешь, нет, не могу. Не могу я в это поверить, понимаете, потому что нету никакой. А когда говорят о реальных каких-то моментах, научных, косвенных моментах, когда говорится об Нахичеване, там, потомках Ноя и так далее и тому подобное. Нет, это неправда. И Багдад, удивительно, это сказки. Кто может сказать, что мы не потомки Ноя? Может кто-нибудь, кто спорит, кто говорит, нет, Нахчи это народ, Чи это человек, народ этой местности и так далее и тому подобное. Все любители этой версии могут поклясться на Коране и сказать, что мы не народ Ноя. Нет, не могут. Не могут. Понимаете, не могут, потому что если они это говорят, значит они не веруют в Всевышнего Аллаха. После потопа остались Ной, его потомки. И грузины, и армяне указывают и говорят, вот там у них есть совпадающие с языком. Это же все есть. Доказательная база косвенная, но доказывают и работают над этим. Над уральскими клинописями, над уральскими хуритскими клинописями, всем остальным работает. Понимаете?
в это не верят. Говорят, не, это неправда. И многие не хотят, говорят, мы не пришли отсюда, вот здесь ковчег, отсюда туда ушли. Это версия, это гипотеза. Говорите, это гипотеза. Это версия. Если у вас нет прямых, четких доказательств, о чем можно говорить? О чем? Диалект от языка называют языком, хотя совпадение 99,9%. Так, извините, тогда можно сказать шатойский язык, чеберлойский язык, там, не знаю, шаройский язык, итумкалинский язык. Вы понимаете, о чем я говорю? Или натеричный язык. Так нельзя, так и неправильно. А название то, что давали, я же в каждом своем посту оставляю вам название. Салам идет, как говорил наш любимый пророк, саллаллаху алейхи вассалям. И после вам перечисляю название нашего народа. Чеченцы, нохчи, дзурдзуки, кистинцы, качкалыковцы, меджикизовцы, шашаны, сасаны. Я же их перечисляю не просто так. И все вот это, и до последнего, что лезгины нас называли нахи, вот это видео, когда опубликовал, что взрослые наши, старейшие наши говорили нахи. Мы называем нохчи нахи. Это лезгины говорит. Я спрашивал это. Как осетины называли, спрашивал. Как там иронцы, там, персы называли. Как татары называли. Все это и везде, где как бы нас ни называли, я зафиксировал это и показываю, что это название. Да, там нету французского чечени, там чечензе на немецком, да, я могу ошибиться. И там на английском вот этого я не сделал. Но это и так, чтобы было понятно. А остальное есть. Никто не заставляет ингушей писать там калканцы, глигвийцы, джайраховцы, кисты. Никто не говорит ничего против. Пишите каждое название своего общества, если вы говорите это. Пишите. Общее название спорное. Да, ладно, нас называли, вас не называли, вот мы такие, вы такие. Всему свое время. За многие вещи я всегда, когда мне начинают там, я говорю по вопросу уарствай, мелхей, экхей. Я могу поклясться с клятвой на Коране. Я верующий, ламаз, яшу, марх, обшу, бусулба, удалова. Я могу поклясться на Коране, что все мы один единый народ. Всех, кого я перечисляю. Урус-Мартан никогда не был столицей Чечни, боец. Чтоб ты знал. Старые Атаги такое было, но Урус-Мартана не было. А вот столицы не было. Поэтому столицей имамата было введено и Дарго. 2 столицы было. После Грозный, Атаги были определенное время столицей, считались. По-разному. Но Урус-Мартан я не слышал. И вот сегодня третий наш брат поддержал наш канал. Рустам, да, Саадвел, да, Духуахвел. Нас мало, но ты третий человек, который сегодня поддержал наш канал. Да, Духуахвел, да, Саадвел. Вот так вот. Еще раз повторюсь. Не Урус-Мартан, Ачхой-Мартан, все Атаги, Шали, все это моя родина. И всех от самой границы до самой границы, каждый нохчу, это мой брат и моя сестра. Тот, кто является нохчу. Остальные соседи, братья, мусульмане и так далее и тому подобное. Не нужно свой же народ делить там, кого-то поднять, кого-то. Это всего лишь название селений. Это всего лишь название чего-то.
Понимаете? Надо самое главное говорить, ой, нохчу иду, ой, цап амду, ой, диба диез, ой, диша диез, ой, дай махлар без, ой. Все меняется в этой жизни. Нету вечных людей. Вот. Да, было бы неплохо, конечно, если бы на научном поприще у нас работало бы больше представителей. И радикально причем работали. Очень так вот. Но, к сожалению, с такими финансовыми выделениями, имеется в виду ассигнованиями, как называете, как хотите, сегодня к истории к чеченской никто не будет тянуться. Я никого ни в чем не упрекаю, честно сказать. Если собирают там свой круг, историки собирают. Вот мы там такие крутые, мы собираемся. Так не должно быть. Блогеров, простых, все, кто этого касается каким-то образом, нужно собрать, посадить вместе, пообщаться, задать друг другу вопросы, молодых послушать, взрослых послушать, понять, чем сегодня дышит народ, какой историей он живет. Он не живет книгой человека, который там выделил какие-то государственные деньги, там написал книгу, а этой книги нету ни у кого. И никто ее не читает, и никто ее не рассказывает. А тот, кто покупает крутой, который тебе может за 5-10 тысяч купить эту книгу, она лежит у него, он ее не читает. Она у него в библиотеке ради украшений. Понимаете, вот в чем проблема. Нету этого. Нету той поддержки, которая бы... Да, сегодня, благо, есть поддержка возрождения чеченского языка. Там 8 миллионов выделили, да? Там и чуть ли не все начали сейчас. Альхамдулилля, я рад за это. Встречаются блогеры, собирают блогеры, каких-то бьюти-блогеры, спортсмены. Любой спортсмен может там поставить, купить машину, разыграть ее, купить там, я не знаю, бизнесмены собирают там, подпишись на меня, на моих подписчиков, может выдать 100 тысяч, может машину выдать. А разве... Вот я хотел сделать конкурс, я хотел подарить книгу. Но нету желающих, вообще нету. Никому дела нет, ни до книги нету, ни до чего. До тех пор, пока вот это не дойдет до такой стадии, что завтра могут сказать, это не твое село, это мое село. О, тогда уже начинается эта тема. Или твою родину начинают пилить. Или говорят, ты не ты, а ты на самом деле другой. Разве это не так? И вы это все прекрасно знаете. Есть там братья определенные там за границей, которым мне звонят и говорят, башлам, окаха материал коренир, харкарт коренир, муд, айой, тариртиш. Ибраим вообще днем и ночью был бешу. Не считая своей работы, своей семьи, там по ютубу мы пытаемся это сделать, то сделать, карты, книги, там, все что угодно, чтобы показать, чтобы заинтересовать вас. Но и многие мне говорят, да, все бросили. Я-то еще пока пытаюсь, по крайней мере, как-то это все сдержать и держу это. Собираю, публикую, показываю. Ну и то некоторые не дают опубликовать хундбинахар, соцехунция. Да я бы указал, может быть. Вы помните ролик? Мы с Ибраимом сделали ролик. Из часового ролика мы жали там до 5 минут. Показали, что наш специалист, красавчик. Мы закинули в YouTube, он взял, пожаловался, и мы убрали этот ролик. Мы с гордостью показали, что есть такой профессионал, что есть такое. Или я закидываю спортсмену, я что, для себя что-то хочу, что ли? Нет. Я единственное, что прошу, я вам говорю, подписывайтесь, приглашайте новых подписчиков, приглашайте этих. Были, которые проходили, бизнесмены говорили, о, ноутбук царем, о, телефон царем, о, компьютер царем, босса смотри. Но где они и где я? Я здесь. Я в этих бумагах копаюсь, достаю. Хорошо ли, плохо, это другой вопрос. Мало того, что обвиняют во всех смертных грехах. Да я
не переживаю, то, что внешность говорят, я уже не изменить, да, махуаларусу. Но я, по крайней мере, меняю в какую-то лучшую сторону свой народ. Оставляю ему что-то, говорю, ер пьюч бушун, ер дик душун, ер водушун. И мне разницы нет, и тон халар вала, и аухир вала, и пенкизир вала, и хурду хункар махкар вала, и урду махкар вала. Сун разницу. Я мизег, что кам юкар вала, махкар вала. Сун бие баштацы. Сун сей кам лардай, وای دیبیتی وای دیشتی وای مخ تابلتی شوربلتی نیسبلتی وای دیش مبیتر وین قاچی تر هم باش لیشو سونت عیت شی هر دینی وج دینی دعال قاش دیلا سون دلا املا ارسه اهتو سخلی هرسه استعنگه ومن دیت با استعنگه ومن باش وات تا شی اهتو بلا подписчик безвон алсам ладуш волна безвон алсам. А так я привлекаю, я разговариваю с каждый день с адыгами, с лезгинами, со всеми, с грузинами, кто выходит на связь, со всеми общаюсь, все благодарят, все говорят, хорошо, нам нравится, давайте вместе взаимодействовать и так далее и тому подобное. А каким образом вы видите по-другому, как можно изменить ситуацию? Люди настолько заврались, там начали говорить, что в Абхазской войне воевало 10 тысяч чеченцев. В Абхазской войне, грузино-абхазской войне, что воевало 10 тысяч чеченцев. Или в 2008 году военной кампании, которая была батальон «Восток», говорят, что там участвовало 12 тысяч чеченцев. Оторвали голову, играли в футбол с этими головами. Это что за сказки, блин? Бехенчи какие-то. Другие рассказывают, там, мы по правую сторону Аргуну, все было наше, вы должны выплатить контрибуции за 200 лет. Этот Чингачгук академиком, который называется, сидит там, несет такую ерунду. И все молчат. А некоторые набираются наглости. Гюдруме гюмсе хачил саабе акирас было. Артхалат халабош, хамил шеш. Уалла цала. Я гюмси цала, я ца нохчи чур, ца سینکی با سینکی سنگل وعدل تعاون سال تحندی وای پروست حتی اوه انشون تیشه او دا عدویتان دیکستگوری دیک بال بیاش بوسو بوش عدویتان اون دو باله دوله تا حالسن ویدیش مدر عجل ایه حقیله واقعا اون دیدو موافق محیه بیه لحظه محیه دی سیوش دو دست قمیش مدی بوش а сейчас стали какие-то космополиты, анунаки, тоже мне нашлись. Башлам ахау и ол ахбаркам хунд ол хунядин идельчум и хунд ол ахвож. То сделали меня ненавистником в войнах, то сделали меня ненавистником Рустам, я тентан хакат чансон, дер хош. Я иш сават. Качем ануркоч. Где каждый день приходится. Я вам говорю, только мне кажется, все закончилось. Вот про эхкой закончилось, все, всем объяснили. До глубины души, 85-90% все эхкой живут на своей исторической родине, Нохчичуаш. 5% там Ингушетия, 5% там Дагестане. Остальные все здесь. Мабу. Нет. Все равно сидят люди, которые рассказывают эту байду. Зачем мне это рассказывать? И мне приходится, хоть и мне люди пишут, я не говорю, что эхкивать. Я говорю, как в истории есть дома, да, у вас. Но я также говорю и с Мелхой, я также говорю и с Орство, я также говорю со всеми. Эрсной, Варандой, Гуной. Это все наш народ. Ой, цаду, цаци дуй, цаци ночи дуй. Он, вайдош, яхьёш. Куда вы пытаетесь делить и дробить? На какие общества-то? Я не знаю. Вот настолько реально вот, поколение молодых людей, оно меняется. Сегодня у тебя может быть 10 сыновей. Завтра Всевышний может забрать всех этих 10 сыновей. Если ты сегодня будешь говорить сотхо отдельно канду, кандал хаюсер будешь. Я скричтай будешь. Ну что ты будешь дальше жить? И наши предки это прекрасно знали.
цана мабас я экки, я твиро, я мелхи, я остхой, дишни, чеберло, шарвай, шуто, цана дей мабас свой кимуат. Неран муат цак мабуай, цам вах мабуай, цац и мадуай, бусуба мадуай. غودها وين دول يديك دها وين дол. Вот какое различие между нами? В чем? Рыжий, белый, черный. Вот все различие. Все. Никакого другого различия между нами нет. Ну, хороший, плохой, это уже характер, я не про это говорю. Стремление, алейкум салам, стремление к чему-то. Сун хубиду йокч айтар вала, мартантин вала, вайтар вала, ачхойр вала, едюлтир вала. Ой, маяц, дюльк ючу. Юч маяц, ой, дюльк, ой, юц, аухой мох, ой, юц. Осам юци, по крайней мере. 99% дюльк юрта аспеш вейнишхач. Пянкизи аспеш 99% вейнишхач. Ауха аспеш 99% вейнишхач. Ой, хунца бючкуш. Ой, политики отсечку, ой. Мы говорим об истории, о том, что пора собирать камни, пора становиться единым монолитом. Будем дробиться, будем делиться. Ни до чего хорошего это не доведет. Эс Куардан Тирдуин, да, Малбузи, Адхуай, Абзуай, Ребертлуай, Дозант Качел, Схилбл, Нохчи Муак, Мичкачевай, Аусич, Хагулин, о, Жинчи, Латан Тейдуаки, Хохока, даже несмотря на то, что у нас загнали вот такие маленькие рамки, мы до сих пор, иштярки, стертярки, диасия, разницу. Какая разница? Яра нокчу и за нокчу. Ца уавятна, ца лома атайна. Цан лахадик хе, цан лахахас хе. Ца разница моя. И чур юртер вала разница яци. Устрад галар вала разница яци. Ца нокчу дуй. А вот гылык лилдер, целилдер, уязд хылыр, цахылыр и городе щеду. Дийсня, аменя и аймарду. Ца дийсня, ца аменя и аймардат. Я не знаю. Там уже решать каждому, конечно, свое. Осуждать людей, которые осуждают меня, винят меня, там, говорят всякое. Этих людей среди моего народа больше, чем тех, которые помогают мне. Но меня держит что? Я иду по городу, вот буквально недавно. Цаухста грошка дела дерез хейлхом. Бяшко вах мабит хара. Махазхи. Тезет вютсо, цига дерез хейлхом. Мадик дуай буал бяш. Вот такие простые люди меня держат. Простые. Мы же все простые, по сути. Крутых среди нас нету. Крутым дела нету до нас. Мы же, как говорится, челядь для них. Ни крутых машин, ничего. Если даже по сути посудить о каких-то финансовых вливаниях, поддержке, финансировании, это вообще ничего не дает. 10 машин разыграли, 20 машин. Сун Хаят участвует в этом. Халхи, ты целит, участвуешь там, здесь участвуешь. Ну, ты видишь, что это все. Любые спортсмены, себе могут это позволить. Но на этом поприще, где должно было быть больше людей, национальное самосознание, красота нашего, там, не знаю, нашего народа, этноса, нашей родины. Да, есть, вне всякого сомнения, но все бедолаги. И Раиса бедолага, и там остальные. Ну, я знаю пару там блогеров наших есть, которые там по горам ездят там со своими квадрокоптерами. У них машины есть, они могут себе позволить поехать в Турцию. Они мне говорят, башлам, хавошчики, башлам, хавош. Башлам, горы, мавары. Хейте, что? Но
Не эфирное это дело, короче, это хидаби. А так мы максимально будем радовать, готовить. Сунца дело. И каждый раз мы говорим об этом. Что можно сделать, как поменять. Я не знаю. Да, Динек. На этом, наверное, мы и закончим, раз у вас вопросов нет. Вопросов нет. Надо хоть чуть-чуть канян, таримос, мцейта, кан эфирилуяться, что масана дерез хил, что сон интердоу, если каким-то образом, если я кого-то обидел, я прошу у вас у всех прощения ради Всевышнего Аллаха. И ни в коем случае никого, ни Тайпы, ни Тухумы, ни Шахара, никого обидеть не хотел и не думал никогда об этом. Я всегда говорил, и Амаду я обращаюсь, и Амад тоже, там, который там говорил, мне без разницы. Ты можешь там разбирать материалы, которые я публикую там по Зелимхану. И если вы говорите, что вот этот материал полностью меняет историческую картину, полностью меняет от оригинала, отличается, или суть, или смысл этого всего меняет, это недостоверно, если вы говорите, предоставьте мне доказательства, я удалю это все со своего канала. Никаких проблем с этим нет. Не просите мне и не говорите мне, не делай этого, если вы и ваши представители делают 100 раз хуже. Остановите сперва своих. Я здравомыслящий человек, я буду заниматься только своей историей, вас трогать не буду. Кого-либо вообще. Я имею в виду, мы не физическое говорим, мы не собираемся нарушать закон. Мы говорим о каких-то там полемике, дискуссии и тому подобное. Я занимаюсь своей историей. Но мне неприятно, и другим неприятно, Масанхов, и другим неприятно, когда мне, допустим, не хочется, чтобы Ачхой Мартан, кусок Ачхой Мартана, или кусок Галанчожа, или кусок там Натеречного района, чтобы люди просто-напросто себе рисовали, а потом через 10 лет с клятвами их потомки, которые на этих лживых картах воспитают, будут говорить, вот эта карта и эта земля до Горогорской была наша, Булшей Хамял Едуца. Как сегодня без стыда и совести они говорят, что взамен пригородного района дан Наурский, Шилковской, часть Карагалинского района. Я вам клянусь Всевышним Аллахом, нету ни одного документа, где сказано, что это дано взамен. Ни одного. Если бы это было так, и было бы хоть одно доказательство, тогда бы они вообще, они просто знают, что нету никаких доказательств. Пригородный район, проблему пригородного района вы должны решать. Когда пытались с вами решать ваши братья, вы не захотели этого. А теперь это ваша личная проблема. Наша личная проблема помочь своему народу, своим братьям, чтобы они восстановили свой район. Не отсоединили, не отобрали, как вы пытаетесь преподнести сюли, вылизывая им там. А именно, чтобы восстановили их район, восстановили историческую справедливость и отдали им дома и их землю. Все. Больше никто ничего не говорит. Это наше. Наурский, Шилковской, остальное вам предлагали поселиться туда. Вы не поселились. Вы поселились, где самые хорошие отрасли, самые рыбные, доходные места. Это Грозный, Грозненская область. Заселились там. Все. Никто не поехал в Наурский район, потому что там нужно было скот расти, пастись и так далее и тому подобное. Не захотели. И в Шилковской тем более не захотели. А сегодня вы говорите, это нам дали, ничего не дали взамен. Потому что у вас один кусочек, куда нельзя было поселиться. А в Чечне, начиная от Чеберлоевского, Веденского, Шароевского и Тумкалинского, Галанчожского района запрещено было. И в самом городе Грозном запрещено было селиться. Это огромная территория и огромная. Не забывайте, после возвращения, сколько было чеченцев и сколько было ингушей. На 10 чеченцев один ингуш. И то есть вы считаете, этот один ингуш должен получать столько же, сколько получили 10 чеченцев? Или 5 чеченцев? Нет, 1 к 1. Как один чеченец получил, столько и должен получить.
и получили. И вот это последнее соглашение, которое было сделано, в вашу пользу сделано. И это знал прекрасно ваш бывший глава. И все остальные соседи об этом знали. Единственное, Сюль заморозили свой вопрос, но там опять же, вопрос касаемо пастбищ. Там идет пастбищное место. Но это уже со временем тоже решим. Да, еще надеюсь. Всегда надейтесь на лучшее. Всегда думайте о хорошем. Никто не говорит портить отношения с соседями или там не говорит там мунафики, куфр, мушрики. Вот такие вещи я вообще не говорю. Но нужно четко понимать. Есть проблема. При решении этой проблемы не будет никаких разговоров. До тех пор, пока не решится проблема, люди всегда будут говорить об этой проблеме. А ногчи тем более будут говорить. Ничего не забывается. В историческом плане я говорю. Кто-то сказал, это ерунда. Это завтра, послезавтра забудется. А вот в истории нанести ущерб истории, нанести ущерб республике и так далее и тому подобное. Вот с этим нужно быть очень осторожным. Как мобилаш? Так. На этом мы закончим сегодняшний эфир. Огромная благодарность нашей сестре Раисе, брату Адлану и Рустаму. 3 человека, которые поддержали сегодняшний наш эфир донатами. Да, дольшу, да, са, дольшу. Те бог мархи, бог ашляцик, дикток, да, паду. Резко, да, си, дольшу. Ну, хоть мало нас, но мы все-таки есть. Генезис пишет, ингушам разрешили поселяться в Грозном. Никому не разрешали. Потом уже всем разрешили. Ну, после бунтов и так далее. И они поселились. И самые лучшие места были, хлебные места были за ингушами. И чеченцы никогда ничего не говорили против. Это сейчас появились эти. Всем огромное спасибо. Если будут вопросы, пишите. Завтра, если получится, если я смогу наладить хоть чуть-чуть, мы сделаем эфир в 10 или в 11. Ближе к 11 все-таки. Ибрahim, этот анонс сделаешь, получится, мы сделаем эфир. Да, если нет, то на нет и сюда нет. Да, я постараюсь. Не все от меня зависит от отца. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху. Всем достойным братьям, соседям желаю спокойной ночи. Желаю, чтобы все жили в братстве, справедливости. Удачи во всем.